на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия». В студии Дарья Петрова. Здравствуйте. На календаре четверг, 6 апреля. Президент Владимир Путин провел заседание Президиума Госсовета, посвященное развитию промышленности страны в условиях санкционного давления. Некоторые из заявлений российского лидера в республике уже взяли на вооружение. Со слов руководителя региона Олега Николаева, сегодня особенно остро стоит вопрос обеспечения кадрами системообразующих предприятий, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса. Последних у нас 47. Там свободны почти 1400 вакансий рабочих профессий. Одним из решений кадровой проблемы, по мнению главы республики, может стать отсрочка от призыва на 3 года выпускникам учебных заведений среднего профессионального и высшего образования, кто согласится работать в отрасли ОПК. Кроме того, экономически целесообразно, по словам Олега Николаева, в нынешних реалиях приравнять работу призывников-выпускников на таких предприятиях к альтернативной службе. При этом новоиспеченный специалист обязан будет трудиться на оборонке не меньше 5 лет. 3 общеобразовательных учреждения республики готовятся к открытию после капремонта, а именно начальная школа номер 2 в Чебоксарах, школа номер 4 и гимназия номер 6 в Новочебоксарске. Тотальное преображение в этих школах началось 2 года назад и идет по программе «Модернизация школьных систем образования». В учебных заведениях уже выполнены работы по устройству фасада с утеплением, замене окон, ремонту кровли, входных групп, внутренних инженерных сетей, а также ремонт полов, стен и потолков. Уже в ближайшее время школы распахнут свои двери для учащихся. Напомню, что в 2023-м капремонт с 2-годичным циклом завершится в 53 школах республики. Районные больницы в республике получили 14 новых машин для врачей первичного звена здравоохранения. Автомобили отправились в Алатырский, Батаревский, Урнарский и Бресенский, Канашский и Козловский округа. На этих машинах врачи смогут не только добираться до пациентов, но и доставлять им по необходимости лекарственные препараты, отмечает Минздраве. Также на новых «Лада Гранта» бригады будут выезжать на неотложные вызовы и вакцинацию. Все автомобили оснащены носилками для перевозки маломобильных пациентов. Кстати, по программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца этого года в республику поступят еще 28 легковых машин для сельских больниц. Сделать доброе дело. Национальная библиотека Чувашии объявила благотворительную акцию по сбору новой художественной и детской литературы для библиотек Донбасса. Чтобы помочь коллегам обновить и пополнить фонды, чувашские библиотекари соберут денежные средства и закупят литературу на русском языке. К слову, присоединиться к акции могут все желающие. От жителей Чувашии ждут новых книг. Принести литературу можно до 21 апреля в Национальную библиотеку по адресу город Чебоксары, проспект Ленина, 15, кабинет 113. Сегодня Международный день спорта. Чувашские спортсмены активно завоевывают почетные места на соревнованиях самого разного уровня. Например, женская баскетбольная дружина ЧГУ «Атланта» сейчас активно бьется за выход в финал высшей лиги чемпионата России. Матч в Новосибирске для наших девчонок прошел не совсем удачно. Следующий на домашней площадке. 8 апреля болельщиков ждут в спортивном комплексе ЧГУ. Держим за леопардовых кулачки. Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».